Сегодня после 9 часов вечера в Сыктывкар прилетает уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Это его плановая поездка. Детский омбудсмен объезжает регионы, проверяет работу учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. Кроме того, Астахов проведет собственное расследование ЧП в садиках Ухты и Воркуты. На прошлой неделе там работали его юристы, так называемый детский спецназ. Они разбирались в деталях происшествий. Подробнее Светлана Некрасова. Анна Шубина уже и не помнит, что почувствовала, когда увидела. Ее двухлетний сын Никита стоит на снегу без обуви, в одних носках. Рядом ничего не замечающая воспитательница. Мать была в шоке. Малыш только начал ходить в детсад. Это был его 3-й день в группе. Поэтому Анна оставляла сына всего на 2 часа. И тут такое. Я увидела оттуда, что он здесь стоит. Вот так вот у него были штаны. То есть было видно, что он в одних носках. Мама сразу повезла сына в больницу. На морозе без обуви он провел около 15 минут. Врачи констатировали, у мальчика нарушена микроциркуляция крови. Прокуратура города сразу после ЧП провела проверку и выяснила, на прогулку детей собирали 2 воспитательницы. Им помогала вот эта нянечка из соседней группы. Как женщины не заметили, что ребенок вышел на улицу без обуви, непонятно. Сами они говорят, малышей много, за всеми не уследишь. Их много, понимаете, когда все кричат. Впрочем, такие доводы надзорный орган не убедили. Он вынес представление об устранении нарушений руководителю городской администрации. В итоге 3 виновные сотрудницы были уволены. Воркутинских воспитателей ждет более суровое наказание. Из-за халатности педагогов 2 ребенка вылили на себя кипяток. Сотрудники детсада оставили на шкафу в игровой комнате электрический чайник. Выходя из туалета, дети задели шнур электроприбора. В результате один мальчик попал в хирургическое отделение, другой в реанимацию. У него обожжено 25% тела. Что касается ребенка, находящегося в реанимации, состояние его тяжелое, но стабильное. И в течение 3-4 дней будет решаться вопрос уже о переводе его в хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Родители мальчиков обращаться в органы не стали. Однако прокуратура сразу же начала проверку всех дошкольных учреждений. Нарушения выявили в каждом саду. А следственный отдел Воркуты уже на следующий день после происшествия возбудил в отношении воспитателей уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Она предусматривает в том числе и тюремные заключения. Данное уголовное дело будет расследоваться в крайне короткие сроки, потому что здесь ситуация именно не в том плане, чтобы наказать виновных, но чтобы одна из основных задач – это превентивные меры, чтобы остальным было неповадно, чтобы подумали. Инциденты в Ухте и Воркуте расследовал и так называемый детский спецназ. Это группа юристов, которая систематически проверяет соблюдение прав детей в регионах. Результаты своей поездки специалисты пока не разглашают. Скорее всего, свои выводы эксперты представят завтра в Сыктывкаре уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову. Кроме того, омбудсмен посетит несколько детских домов и центров столицы Коми, встретится со студентами и правоохранителями и ответит на вопросы журналистов. Светлана Некрасова, Антонина Барышнина, Анастасия Полякова, телеканал Юрган.